Друзья, всем привет! Вы смотрите передачу «Хороший, плохой, злой». Сегодня у нас в гостях боец, чемпион Найзы в минимальном весе Казбек Сагын. Всем здорово. Привет. Здорово. Фаниль Рафиков тоже с нами, и меня зовут Миша. Мы сегодня будем говорить много о Казбеке. У тебя бой, чемпионский бой, первая защита титула в минимальном весе. И так как у нас такая передача, которая называется «Плохой, хороший, злой», мне кажется, стоит начать про раскрутку этого боя. Ты посмотрел ролики, которые сделал Казбек и Жубаныш? Вчера вот ответный ролик посмотрел. Но со стороны Казбека более оригинально, наверное, это как-то звучало. Жубаныш больше такой национальный колорит взял, да? Да. Казбек. А Казбек, он топит, он делает красиво. И вчера только с ним обсуждали. Он занял такую позицию, да? Ну, такого. Я забыл рассказать, что вы одноклубники. Мы одноклубники. Спасибо. Но я буду объективен. Короче, мы вчера с ним разговаривали, ехали в машине. И видно, что топят уже за Багдата, не в обиду ему, да, там, за него топят, за него болеют. И изначально, чтобы продать бой, Казбек взял такую сторону. Что нужно быть чуть-чуть таким, да. Я не скажу, что плохим парнем, таким стороной А. И я думаю, все заслуги сейчас вот этой раскрутки, вот этого интереса со стороны зрителей, 80% это точно заслуга Казбека, и он раскрутил этот бой и раскручивает его до сих пор. Так что я думаю, что правильно он движется, просто наши чуть-чуть болельщики его не понимают. Ну что ж, мы заслужили сторону адвоката Казбека. Теперь давайте послушаем все-таки самого Казбека. Ты что думаешь по поводу ответки Сам ты адвокат, по поводу раскрутки. Да, конечно, изначально нужно будет этот бой раскрутить, потому что я знал то, что если я сам не раскручу этот бой, то ждать чего-то от Багдата... Карусель не раскрутит. Это то же самое, чем смотреть на манекен, да? То есть он изначально, он не разговорчивый, он не умеет раскручивать бой. Даже элементарно, Фаниль сказал по последнему трештоку, как он видео снял. Бля, где логика? Где логика? Где логика? Зачем? Да, вот он гуся взял. Гусь, короче. Он еще в перчатке. Зачем ты перчатки одел? Я вот тоже не понял. Еще любительские перчатки взял. Да. Просто вот. Это не... Короче, где логика? Смотрелось Просто прикольно. Он берет такой, да, там звонит, там что-то там подыграл, берет перчатки, сейчас свои желтые перчатки одел, берет гуся, берет. Я такой в этот момент, я говорю ему по-казахски сказал, ты просто не приближайся к приколу, потому что прикол это не твое, говорю. Давай лучше я буду шутить, я лучше буду трештоком заниматься, но прикол это не твое. С обувью оригинально было. Согласен. Мне понравилось. Мне тоже понравилось. С обувью вообще было. Вот это вот, я за такой трештокинг, когда тонко, при этом ничего не заделал, еще такой юмор, можно такое сказать, абсурдный, но юмор прикольный. Очень хорошая идея. Да. Мне понравилось. У меня еще есть пару идей, вы еще сейчас увидите, выстрелит. Конечно. Но, кстати, если говорить про какой-то отклик, то я посмотрел, что его ответка набрала больше, чем твое послание. Я не смотрел это. Там у него уже Не смотри, не надо. около 4000, по-моему, лайков, и там прям смайликов. Очень много комментариев. Сколько, пацаны, комментариев было? Сегодня Ахтубе топит. Мы же были там. Казбек там и завоевал титул. У них вот фан-база у них ахтубинские, у них вот что мощная. Да, мощная фан-база. У них вот за него футбольный клуб Ахтубе топит, сами вот эти жители топят. Ахтубе Джигитирь. Да, красавчик, планета, конечно. А за Казбека Кайрат? Кайрат как у нас Кайрат, особо. Да, тоже Кайрат нужно газку подать конкретно сюда, вот в этот момент. Короче, московский ЦСКА. Да, потому что тут, да, как бы... Нет, мы, в принципе, такую сторону взяли, как тоже как бы это альтернатива, то есть футбольного клуба Ахтубе и Кайрат, да. Они же заклятые враги вроде, да? Тут, короче, меня сейчас обливают комментариями то, что они, знаешь, вот говорят, ты на нас не обижайся, мы не любим материться, но, типа, бір нәрсені же Казбек, такой же. Там основной комментарий, там, базара нет. Футбольные, да, такие? Да, у них же, они любят грязью обливать. А ты в первый раз, да, по-моему, с хейтом столкнулся вообще в свою сторону? С таким, большинство, да.
таким в объемном порядке. Привыкай, родной. И как тебе Да, вот эта вот я в проверка? плане этого жизнь, вот караван бежит, караван бежит, лобака лает там, без разницы. Все нормально, понимаешь? Да, да. Собаки Я свое дело идут, знаю, караван потому что плачет. я свой уровень знаю. Мне вот эти моменты. Просто это, хоть даже когда хейтом обливает, это есть прогресс, правильно же? Конечно. Это прогресс большой для меня. Так что, Хейт тоже реклама. Ахтубе, Хайрат, нужно газонуть. Особенно за меня. Хайратовцы, готовьтесь. Тут Актюбинский накидает ему. Вот ты просмотрит и Прикинь, мы заслужил. еще вышли с тобой с багой в футбол играем, Хейта да? накидают конкретно. Да. Я, если что, и футбол не смотрю. Меня не ругайте. Ну, в этом бою однозначно Бага будет вратарем. Потому что я буду нападающим, он будет вратарем. То есть любые удары слева, справа, сверху, не знаю, с болтами, да. Жестко. Да. Вот и раскрутка боя. Слушай, а ответ какая-то будет еще? Конечно, конечно. У меня Мне сейчас же пару еще. идей крутится в голове. Ответ до боя будет. Еще порядком жесткие трэш-токи будет от меня. У меня такие мысли сейчас бомбовые. Газу. Я вчера Багдад просто писал, он говорит, вот я снял это видео, и говорит, больше не хочу ничего снимать, мне тренироваться надо. Он говорит, не моя тема. Но, наверное, если он увидит от тебя что-то новое, то может Может, быть, загорится. постарается. Да, конечно. Ну, видишь, еще раз, Миша, да, самого себя же не обмануть. Вот я всегда об этом говорю. Если ты выходишь из самого себя, да, такого, грубо говоря, да, тебе самому комфортно не становится, ты сам себя загоняешь в какие-то такие границы. Но это правила игры такие. Вот Казбек, например, да, ему несложно. Ну, он, типа, не выходит из зоны комфорта своего, и это его не смущает, это его не сковывает, это его, на него не давит. Он потому что привык уже к этому. С тобой пообщался. Да. А Багдад, да, со мной пообщался. А Багдад, скорее всего, дискомфортно, потому что, может, и на роликах так смотрится. Как говорили нам, да, вчера, инстаграмщики наши, надо полюбить камеру. Ну, чтобы не смотреться дискомфортно. Главное, чтобы она не была тюремной. Да. 3/3. Тогда печально будет. Поэтому, я думаю, одна сторона будет зажигать вторую, и будет такой коннект. Но я бы поспорил, как обычно. Мне кажется, наоборот. То есть аппетит приходит во время еды, надо просто что-то снимать. Багдату, если ребята хотят, вы в главном... Нет, третий бой у вас по значимости по будет. идее, это самое главное. Это народный мейн-ивент. Вообще, да. по идее, я думаю... Кстати, да, вот этот момент тоже смущает, потому что основной люди придут в этот ивент за нами, да, то есть это такое событие, честно сказать. Давай дождемся турнира и посмотрим, реально, за кем придут люди. Просто хочется посмотреть. Нет, знаешь, это в основном, дерби да, народное. будет, оставаться под тени, так скажем, поп-ММА. Я тоже, это, знаешь, это организация, я понимаю, может, какие-то моменты, но мы должны быть в главном карте. Как минимум должны быть. Нет, да, в главном бою. Как минимум, главным, я думаю. Третий по значимости бой. Оставаться при том в тени поп-ММА. Тем более они дерутся-то по правилу бокса. Да. Условная поп-ММА, то есть, в принципе, Дацик там тоже... Стулья принес, то ты музыку заказываешь. Да, во-первых, нет, Дацик так-то тоже, у него есть какой-то бэкграунд. И если посмотреть на ваши рекорды, у тебя, по-моему, 4 или 5-0? 4-0, У Баги 2-0. Серьезно, я понимаю, что вы чемпион, новый вес, минимальный. Если так посудить, любительская база у нас в вагоне маленькая тележка. У всех есть любительская база. Не такая Даже большая, у меня. как у нас трехкратный Миш, чемпион мира против трехкратного чемпиона мира. С этим... Это самый ожидаемый был поединок вообще вот со времен, когда он еще чемпионом стал. Да, до чемпионства у них там раскрутка началась, я так помню. Когда только дивизион этот объявили, там дивизион же 5 человек. И... Будем сегодня обсуждать других ребят? Других ребят будем из дивизиона? Конечно, шинку со своей колбасой. Со своим болтом. Мне кажется, это видео нельзя вставлять будет. Почему? Это видео нет. Заблокируют. Не знаю, короче. Так получается топ-6, если шинка его колбаса. Там 2 человека получается. И я имею в виду, это такой вот... Все равно в каждом карде есть такой бой, который, наверное, где бы он ни стоял, больше всего ждут. И по реакции народа, даже вот ты говоришь, у Багдата набрал там
самый большой. Я думаю, даже, наверное, там публикация о Дацике, публикации, наверное, о Галаме столько не набирают. Включаю задрота, публикация о Галаме и Дацике больше собрала, там Алга. Понятное дело, что ее все репостили, но если мы говорим о цифрах... Нет, я имею в виду, вот такие вот ответные, они же друг другу еще пока что ничего не записывали. Но я имею в виду, это как вот футбольное дерби, только в рамках ММА будет. Алмата против Актобе. И мы просто выяснят, ребята, кто сильнее. Эта история же продолжается с 2019 года. На чемпионате мира они встречались в финале. И это надо вопрос с закрытием. Да, я вообще еще всю эту мысль начал, чтобы тоже у людей был закрытый гештальт, с того, что сейчас, мне кажется, у Багдата, может быть, не очень хорошо получается, хотя мне, в принципе, понравилось то, что он записал, там, конечно, покороче, чем у Казбека, не так там, может быть, артистично, и там вы какие-то несоответствия видите, что у него перчатки, но все равно, мне кажется, это забавно было. Но чем больше он будет делать каких-то ответов, чем больше ты ему будешь что-то присылать, тем у него лучше будет получаться. Да. Одна сторона, я говорю, все равно бой это же дело двух людей. Надо, как говорится, танго станцевать вдвоем. И поэтому без одного не будет другого. Поэтому у Багдад трехкратный чемпион мира. Это же не пацан с улицы, которого привели, да. Казбек трехкратный чемпион мира по рукопашному бою. Это единственный бой, таких вот титулованных любителей. У нас таких титулованных любителей-то нет. Один заслуженный мастер спорта, второй заслуженный мастер спорта. И они просто выяснят, какие стихии, да, сильнее в том весе еще, в новой такой весовой категории. Я не знаю, я такого боя, наверное, в Казахстане в рамках ММА именно на профессиональной площадке еще не встречал. Ты встречал согласен такой бой? Полностью. Согласен. Полностью согласен. Нет, это я даже там не как сокомандник его говорю, а вот просто обыватель, который смотрит ММА, даже если бы я с улицы там шел, и мне бы кто-нибудь там рассказал, что там встречаются один там трехкратный чемпион мира, я бы просто, это как в Mortal Kombat раньше же там было, просто пришел бы посмотреть. Если так посудить, этот бой уже как минимум 2 года уже как мариновалось. Да, я помню, я первый бой провел на шоу, Карабала шоу, тогда еще мне задали, я говорю, да, если он дебютирует, конечно, он придет, я с ним обязательно встречусь, потому что у нас есть там незаконченное дело в любителях, то есть профессионал, то есть площадка большая, другая. И тем более я говорил тогда, то есть еще 2-3 боя максимум я буду здесь комфортно чувствовать. То есть это будет моя территория уже, понимаешь? Потому что 19-й год, если посмотреть бои, и сейчас это другой уровень. То есть я сейчас знаю, что делать. У меня никакой паники нету. Я ментально четко подготовлен. Я даже, знаешь, я больше, чем, наверное, свой день рождения жду этот бой, наверное. Знаешь, вот такое же предвкушение у меня, охота жить, вот это вот крови больше. И плюс меньше это же тот дивизион, где так будет скорость бешеная. Я думаю, там один раунд, наверное, как наши там 5 раундов будут проходить. Именно в темпе, в высоком темпе. Я думаю, это задаст новую планку для бойцов именно вот этого дивизиона, может, чуть-чуть дивизион выше, потому что, да, интересно будет посмотреть просто вот в рамках боя самого, даже несмотря вот эту раскрутку, просто интересно посмотреть. Да. Как обывателю вот этого ММА. Интересно. А ты вот говоришь, что ты изменился с первого боя, да, вашего? Ты сказал, спокойнее, да, стал? Да. Да, конечно, потому что, если так посудить, у меня в ММА в 19 году опыта не было. То есть я тогда был рукопашником был, то есть я свое дело знал, свои возможности знал в рукопашке. Нам предложили за 1,5 месяца, до чемпионата мира по АМА, да, нам предложили на 52, то есть тогда у меня была такая возможность, то есть вес такой нормальный был. И мы согласились с тренером, то есть поехали для опыта, посмотреть, что как для нас ММА. Мы поехали, сборы, то есть у меня никогда и возле стенки не работал, то есть как борьба, да, вот такая позиционная борьба. У меня была месяц работы. Тем более этот учебно-тренировочный лагерь для меня был такой, скажем, я перегрузил, возможно, себя от этого вот азарта, может. То есть я вот это чуть-чуть грань пропустил, наверное, на бой. У меня в первую очередь, да, весогонка была такая, когда я первый раз спускался на 52, то есть не было опыта. И тем более там каждый день взвешивание же. То есть ты утром взвешивался, после обеда на тебя дери. А у меня такая возможность, такая ситуация была тогда. То есть я весь делал ночью, я всю ночь не спал.
То есть у меня даже вот 15 минут у меня не было уснуть, потому что тело-то в стресс ходит, в обезвоживание. И утром встал, покушал чуть-чуть, и то есть мне через 2-3 часа биться уже. То есть я не восстановился, это однозначно. И на борьбе там все было неправильно. И вот это все я прошел, и тем более я дошел до финала. Если так посмотреть. Я 2 оппонента выиграл. И в финале еще, вы бой посмотрели же, да, в финале еще? Там до последнего до последнего действия можно было в одну сторону и в другую сторону надо. То есть возможно, я где-то что-то не попадал, пропустил борьбу. Я так еще думаю про себя. Последние 20 секунд, Они то есть тейкдаун, да, последний. То есть второй раунд я выиграл, первый раунд, возможно, он, да, или там наоборот. Но третий раунд был равное, и последние 20 секунд тейкдаун его сыграл. То есть раз нас разняли, там, то есть мы возле клетки поработали, дистанцию разорвали, и в этот момент я на него как побежал, как придурок, если то есть дистанцию вот это, и он в этот момент зашел, перевел, и так и законтролировал 20 секунд. Вот это вот, но все-таки концовка, всем понимаем, у судей, у жюри, наверное, остался вот этот момент. И Ты так смотрел? И проиграл. Посмотри. Я смотрел, но давно. Надо пересмотреть. Ну вот пересмотри, там 20 секунд последний, правда, Да, по концовка поводу решила. того, что ты говоришь, у тебя было обезвоживание, должен тебе дать совет хороший, что есть вода, найза. Если ты ее Отлично, будешь я пробовал, пить, то вкусно. никакого обезвоживания не будет. Попробуй сейчас. Да. Фаниль, попробуй. У тебя же бывает обезвоживание? Голова в порядок придет, да? Я вот сейчас чувствую, да, что у меня обезвоживания, например, нету. Кстати, вкусная вода. Да, Чё, прикольно. натрий, Насытился. А какая вода? О, вода найза. 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 Начало твоих побед. Правильно. Окей. Так, Есть у тебя какое-то внутреннее, вот, ну, хоть мы и говорили про спокойствие, есть у тебя, наоборот, какое-то внутреннее неспокойствие, потому что это первая защита титула, и действительно, как говорит Фаниль, это бой 2-3-кратных чемпионов, хоть и чуть в разных, но в смежных категориях. Да, спорно. ну, знаешь, вообще у профессионального спортсмена есть такой грань, да, между переживанием и между подгоранием, да, так скажу. Мгм. Вот этот грань нужно чувствовать, потому что Лёгким я в таком Андрюш. уровне, то есть каждый переживает, любой боец переживает, но я знаю свои возможности, то есть по сегодняшний день, что я делаю на тренировке, как я вкладываюсь, это все, вот подраться, это всегда легко для меня. То есть вот этот пройти мне без травм, хорошо подойти к этому, вкладываться в тренировку, вот для меня основной. главное. А так, конечно, я буду переживать, но я знаю то, что в этом бою, что я буду с ним делать. Я в физическом плане лучше него. Я даже не понимаю, на что он надеется. Вот, да, если посудить, по-моему, в физическом плане лучше него. Я дышу хорошо, я опытнее его. Он на одну борьбу надеется мне. На борьбу надеется. То есть в борьбе он мне ничего и не сделает. Я с ним буду бороться, я так скажу. Вот. Вот я так с тобой буду бороться. Вот так я выглядит просто не представляю, уверенность. что он может. Да, он может какой-то там моментами прессинговать. И то, если я дам ему возможность прессинговать меня. То есть, если у меня будет какие-то наработки, вторым номером работать, как-то ему что-то сделать. Да, возможно, я дам ему чуть-чуть поработать, чуть-чуть дать возможность ему. А если не дам, то извини меня. А он, по-твоему, не вырос вот с того момента, как вы дрались? Ну, он вырос, да, ну, не сказать, что он в любителях дрался. Он просто, наверное, чуть-чуть возмужал, наверное. А так, в спортивном плане, конечно, если ты тренируешься, ну, не в таком планке вырос, как я, например, хочу увидеть его в этом бою. Нет. Если ты был бы трэш-токером, ты бы сказал бы, «Ну, ты же видел наш face-to-face, он ниже меня, он не вырос». Ну, я-то ему обувь купил же. А вы Наверное, одного роста, кстати, или нет? Нет, Казбек Я повыше чуть. Повыше, да? на сантиметр 20. 20? 20. А вы что меритесь? Рост чего? Тем же, чем и Шинка. Знаешь, когда я на стердауне, когда я ближе подхожу, у меня, знаешь, как он смотрит на меня? Вот так. Да. Ну, физически точно ты, ну, фактурнее. Слушай, а ты вот сейчас глаза Возмужал. закатываешь, а в чем прикол, когда вот ты выходишь на бой и вот так начинаешь делать? У него этот Тик. Я сам не знаю. перепрошивка Я идет. сам не знаю. Его перепрошивают Зимний именно солдат на это. смотрел? Да. То же самое. Как ты назвал? Зимний солдат. Зимний?
Ты что, не смотрел это Марвел? Это Называется? первый Мститель, когда там его... А, друг- реально так называется? Нет, Ну. просто это я думал из фильма, не «Зимний солдат», а Из чего? Нет. «Универсальный солдат» А, с не-не-не. Жан-Клодом Ван Дамом. Там тоже Не-не-не. такое. А там был этот Зимний солдат. Зимний солдат. Они его- украли это Жан-Клод Да, Ван там Дамма. фразы были. И мы Да, тоже такие. и он- 17 там вот Да, это вот, 17, зима, что-то зима. такое. Видишь, все помнит. Ему то же Нормально. самое говорят. Фига себе. Лечить мне, короче. Не, это украли с «Универсального солдата» стопудово. Нет. Нет, я понял, что первым есть какой-то мультфильм, да, или фильм? Нет, это Комикс? фильм Марвел. Не Это смотрел. фильм Марвел. Посмотри. Украли с «Универсального Первый солдата». Мститель. Не украли ничего. Как старый человек вам говорю, в «Универсальном солдате» это было. Не было там. У тебя, кстати, прикольно. Зрители просто это не увидят, но у тебя же зуб золотой. Да. Сзади свет синий. Ага. У тебя сейчас рождается у тебя синий зуб. Ты видишь? Спасибо. Нефритов, что ли? Ну да. Нефритов. Прикольно. А это прикол Не или, золотой, ну, серебряный. или прям тебе это важно вот так вот зарядиться? Ну, как я последние бои провожу? Если так. Мне надо сказать? Хорошо. Ну, народ его заряжает. Вот Не-не, бывает вот просто все равно человек бывает заряжается от публики, а кого-то Не, это фишка угнетает. прикольная. Вот Я просто про то, что она реально работает. Тема, или ты Она больше- да, работает, ну, ты конечно, же она видишь. рабочая тема. Она рабочая тема. Пушки-то стреляют. А ты чё так не делаешь? Пушки Акимбо. Ну, потому что у меня перепрошивка уже старая, не работает. А iOS не обновляется. Перепрошили, да, блядь, iOS, блядь, 1.4, короче, все. Да. Через VPN пробовал в Москве, не получилось. У тебя iPhone 3G. 5G. 5G. Тоже не... Нет, 5G это хорошая новость. А шляп. Не работает. Не знаю. Вышек нет. Ты с каким-то рэпером будешь входить? Или будешь сам ходить? Или пока не обговариваю? Я созвонился вчера с Рианой. Реально? Она говорит, я вот скоро просто рожу, говорит. или уже Джилама, говорит, родила, да. Джилама. То есть я, говорит, От тебя? не могу. От тебя. Отшивка. Сейчас жена услышит вот это у меня. И такой, да, реально будет долбить, да? Нет, ну, я буду под Риану выходить, Run This Town. Но посмотрим, Риана, как будет. Если этот 40 дней пройдет, то приедет. Мне кажется, просто не прикольная история, вот то, что Фаниль, например, там с рэперами выходит, и мне кажется, под какой-то чемпионский бой это круто. Да? Ну, не знаю, человек, вот все равно, что бы ни говорили, спортсмены суеверный народ, да? Если тема работает с Рианой, почему бы не выходить ему? Не под знаешь, Риану? эта тема заряжает меня просто. Вот, да, Действительно. Вот, типа, я что нужно. слушаю Риану, для меня это, ну, типа, не заряжает. Для него заряжает, ну, и нормально. Вот Ты он, сказал, я слушаю Риану, для меня она не заряжает. ну, не заряжает она, Ну, ты я её слушаю. слушаешь. Ну, конечно, А, слушаю, а кто не слушает Риану? Да, Я- все слушай. Ты в натуре, блядь, седой, я же, блядь, иди. Нормально. Сектор газа Алла слушай. Борисовна Пугачева. И Киркорова вместе. Не. А, ну, типа, у нее есть хорошие треки. Я не против У нее Рианы. бомбовые треки. Ты если что, этот там, Вообще, через 40 дней мне тоже вообще, если напиши. так посудить, вот эта песня сама Run This Town, она и заряжающая песня. То есть она говорит про город, про мотивацию. Перевёл, и все видишь, остальное. А ты, да. кстати, английский текст учишь. читал просто перевод или английский знаешь? Ну, My не English сказать so-so так. because I Beginner, don't да, у меня такой... Long это- time Да, don't конечно, practice. текст-перевод читал. Это же легко забить Google. Да? А Окей, знаешь, в Google. чем сила? Да, кстати, ты говоришь, что у тебя бигинер, да? Ну, начинающий уровень Beginner. английского. Beginner. Ты хотел бы повысить его? Конечно. Сейчас над этим работаю. У нас есть Зажигай. уникальное место сейчас. Просто, ну, к слову, не то, чтобы мы это Уникальное. готовили. Да, есть Дар University, и там можно свой английский подтянуть до high-левела. И я думаю, что если ты хочешь... А самая вышка это что? Как? Advanced. Advanced. Yeah. Advanced. Yeah, sure. Окей, Давид, окей, это окей. не advanced. Да. Кстати, Advanced? да, я думаю, что Beginner. сначала мы Казбека отправим на эти курсы, потом, А потом уже Давида. Давида, Да, да. потому что у него, конечно, адванс. Advanced у него. Вот адванс. Advanced. Да, друзья, если вы тоже хотите повысить свой уровень английского, выучиться на новую специальность, например, У него по сейчас... немецкому 5. Да. Например, сейчас очень актуальны IT-направления, то переходите по ссылочке, которая будет написана в комментариях к этому видео. Возможно, она будет в описании к этому видео. Я еще точно не знаю, куда редакторы ее напишут. И там будет ссылка на университет 4-го поколения, Дар University. А ты на гранте, кстати, Дар University или нет? Нет. Нет. Ну, хотел бы, обучался. хотел бы. Мы Ну да, обучались. конечно. Да. Так что, ребята, там очень много интересных специальностей, переобучают бойцов из бигинеров в адванс. Так что, короче, чекайте всю информацию. А мы обучались же. Он скорочтению обучался. Ты же обучался? Зачитай нам что-то Ага. очень быстро.
Кемер бабак, кемер мецет. Тебе надоела ежедневная рутина? Чувствуешь себя не на своем месте? Чего же ты ждешь? Хватит! Пришло время изменить свою жизнь и следовать за мечтой. У тебя есть уникальная возможность изучить увлекательный мир профессий будущего. Ощути полное погружение в океан новых знаний. Превращай свои идеи в настоящее искусство. Найди свое призвание и занимайся тем, что делает тебя счастливым. Узнавай что-то новое каждый день. Учись и развивайся со своей командой и менторами. Дар University. Начни свою карьеру в IT. Поддерживаем. А ты старый в школе немецкий учил? Нет, английский. Английский? Значит, не такой старый. Не такой. Если бы я был бы такой старый, я бы учил бы, что, не знаю, славянский. Финский? Древнеславянский. Древний славянский. Есть такой? Не знаю. Возможно. Идем дальше. Короче, турнир будет. Да. А там бонусы Шоу будут, будет. кстати? А я не знаю, я вообще, если честно, каждый раз спрашиваю Нурбека. Ага. Блин, надеюсь, потом у меня не будет Последний проблем турнир после не этого. было, да, бонусов? Я спрашиваю Нурбека, кому бонус, и Нурбек говорит, сейчас мы подумаем, решим, кому бонус. Потом, я не знаю, вот... И не объявляют. Да, не объявляют, может быть, они есть. А тебе когда-нибудь бонусы давали? Да, он бонус. 4 боя, 3 бонуса забрал. А, ну вот, значит, бонусы 4 есть, значит. боя, 4 3 бонуса. Нормально. 4 боя, 3 бонуса. И то, первый кстати, бой у меня тоже был, вопрос. в принципе, А в бонус. минимальном весе минимальные бонусы? Или нет? Нет, это не, это окей. от этого не зависит, да. Вообще, это должны больше платить. Как говорил же Джет Ли. То есть, если у меня У него рана... риска больше, да. Да, Он риска маленький, больше. да. Тело маленькое, то есть рана большая, то Вот есть я платить типа мы 80 должны килограмм, побольше. это 2 Да, раза меньше у него. Да. То есть у меня Энергии риски больше большие. потребляет. Конечно, тем более удары у нас там. Блин, жалко, у нас не подключен Герман. Надо было посмотреть, как Казбек Удар? бьет. Да. Не, у него нормально, у него мощный удар для своего У него веса. удар Ну, хороший. главное же быстрый. Очень. Как понос. Не, флэш. Флэш, конечно. Вспышка, Никнейм понимаешь, же флэш. вспышка. Флэш-понос? Я там, я уже здесь. Вот, кстати, Казбек знает перевод даже своего никнейма. Вот, красавчик. Флэш. Флэш. Это быстрый. Это Вспышка. вообще дословный перевод, это вспышка. То есть, да. Ну, это быстрость. Как, Ты говоришь про какой-то пшик. А это быстрый. Ну, быстро. как струя вот эта жизнь. А какие у тебя, кстати, ну, не знаю, если ты вдруг замерял, показатели в беге, например, 100-метровка сколько? Не, он жестко бегает. Да? Кстати, он Да. такой. То есть у меня свой коньком. личный рекорд, это на 100-метровке беге, это 11,7 вроде. Нормально. 11,7. Усейн Болт, ну, салам алейкум. Усейн Болт — это да. Джон Шинк. То есть кандидат мастера спорта, Он на это трёх сколько? ногах бежит. 10, да? Болт. Я-то думаю, что он болт, да? Оказывается, он просто Он Усейн, еще это потом и болт. Еще и прыжки в прыгает, высоту. С трамплином еще прыгает. Шестом своим. Да. Если не вставить это видео, никто не поймет наши шутки. Ну, надо вставить. Просто можешь заблюрить и голову оставить. Ну, видео бомбовое. Шик, ты красавчик. Закроют проект наш. Жена у тебя тоже, конечно, блядь, жгет. Ну. Рекламу тебя конкретно сделала. Порноиндустрия. Представляешь, вот сейчас у вас такой трэш-ток с Багдатом, то, что, ну, он гуся ловит, да, ты покупаешь детские туфельки, а если бы с Шинком у вас был бы бой, то Прикинь? представь, какие видео бы записывали. Прикинь? Твое фото, и он колбасой своей Знаешь, Это с Шинком жестко. с Шинком бы такой основной такой. Ну, знаешь, это трэш-ток не был. получился бы у нас, наверное. Он-то все-таки... Я уже просто идею накидываю себя в голове, что ты мог бы сделать. Прикинь. Я Просто Ты бы ба- точно с ним в партере не боролся. Прикинь, Просто- он просто возле ноги Зато, с прошел. другой стороны, представь, как бы выглядело бы плохо, как ты бы, ну, отрабатывал на мешке на черном удары.
Либо видео, прикинь, вот это. Видео уже бьют на лапах там. И да, и оттуда дынь-дынь-дынь. вылетает. Ну, это Шинк уже был записан. Ну, мы чё? Мы бы, чё, кулак? Блин. Ну, Натуре, хорошо, потолок. вы в бандаже выступаете. Интересно, как он какой у него связывал? бандаж, бля? Как он связывал вот это все? Да, к ноге, наверное, привязывал. Да. Ушли мы от этой темы. Я понимаю, Завидуем я просто. понимаю, что глупо заглядывать вообще, ну, там, за спину своим соперникам, и, в принципе, тебе действительно очень серьезный бой предстоит. Но вот у вас сейчас, короче, ваш дивизион состоит из 5 человек, и, по-моему, как раз Шинк, еще последний, про него, он, по-моему, покинул сейчас дивизион вообще на ИЗы, я так слышал. Вообще ушел? И то же По-моему. самое, Куда ушел? вот, Кыргызстан он Кыргыз, да, он перешел тоже. 57, по-моему. нет, да, Кыргыз тоже 57, ушел. да. Он 57 перешел. То есть у нас кто А, остался вообще? У вас, Мы да, с у вас Вагой только человек, остались? да, у вас, по сути, осталось 2 или 3 человека. Ну, вообще, я слышал вот такую, да, информацию, что кто выиграет в этом бою, тот пойдет Ван? в Ван и все. Ну, я такую информацию Можно, в слышал. принципе, сразу двоих, потому что реально 2 человека. Конечно. Дивизион, по сути, под Тогда вас и дивизион создавался. закроется. Да. Либо будете с девочкой Нет, вендраться. конечно, такие разговоры велись, но мы в итоге пришли к тому, то, что нужно будет организовать бой, и одного как бы хотели продвинуть. Нет, вообще без Ну, проблем. либо сделать так, что, да, чемпион 53 килограмм поднимется в весовую 57. Там тоже же сейчас непонятно, кто за титул будет биться. И кто-то станет двойным чемпионом. А ты вот сколько в межсезонье весишь? Ну, где-то 64. Ну, да, вот немного. Ну, для One FC это нормально. Там потому что свои причуды в связи Ну, там со сгонкой. 53 является 57. Да. Три дня да. Ну, взвешивания. надо вот как раз пить Там на много воды обезвоживание. на ИЗа, чтобы у тебя Обезвоживание гидрация не было. организма, да, Давайте. была очень хорошая. За вас. Ну, За успешную весогонку. Давайте. Кстати, Казбек, гонять вес будешь как, на воде? как обычно, я, в принципе, особо на воде... на Как воде обычно, просто не буду ездить. Ну, буду рацион уменьшать чуть-чуть. На воде я никогда не пробовал на воде, и не буду сейчас рисковать на воде гонять. Это, То есть я кстати, буду обильно употреблять его, ну, чуть-чуть уже во время этого. Ну, где-то я, знаешь, не начинал с 8 литров, да, я где-то максимум, наверное, с 4 литров начинал. То есть я обильно, и потом чук. В принципе, нормально. Но Кстати, главное диета. Вот на воде очень опасно гонять. В 2019 году, последний раз я гонял на воде, вот тоже там 10-8 литров пил. Я помню, в Шереметьево в аэропорту у меня был перелет, получается, и я пил воду, и не успел 2 литра последних выпить, а там же по системе профукаешь вот эту форточку, все. Короче, не выпил. Оказывается, вот эти 2 литра, ну, были очень важны для меня, да. И когда началась весогонка, у меня начались колики. Я помню, в аэропорту уже у себя дома, я вылетал на бой сюда, в Алмату, и мне пришлось 2 места выкупать, потому что у меня начались спазмы, почечные спазмы, а плюс еще когда полный у тебя мочевой пузырь, он начинает при давлении давить на тебя, и ты сидеть нормально не можешь. И мне пришлось 2 места выкупать, чтобы я просто лег, короче. И вот так весь полет летел. Но в самолете же 3 места, и они все равно ноги на человека Не, повышают. а что ты, если у тебя мочевина Хорошо, переполнила, что ты тогда не поссал? Нет, потому что... Нет, ты... Вадим, Подожди. Ты мог подумать вообще, что Нет, можно было в туалет подожди. сходить? Я ходил, я же вам и объясняю. Ты ходишь, и ходишь, и у тебя начинается обезвоживание на фоне вот этого. И почечные колики начались на фоне того, что я воду не пил. Уже Короче, все. просто фони. Я забыл, да, Воды напился. Да, спасибо, И Казбек, звони такой. Казбек, у меня какие-то проблемы, реально. Что делать, я не знаю. Ты Мочевина такой, так полная. сходи в туалет. Он такой, ё-моё. И потом, кстати, пошел после боя проверять, у меня вот песок нашли. А, вот это что. Прикинь. И оказывается, песок и опасность... камень это две Нет, разные это- вещи. А я Ну, думал, что я песок- старый. У меня песок, прикинь, был. М. И оказывается, опасность в этом, что, когда много воды, могут почки... Я еще знаешь, что подумал? Струя. Да. Что вещи, которые с вами связаны, они с мужскими именами тоже связаны. У тебя были колики, правильно? А он занимается рукопашкой. Колики и пашки. Странно, да? Не зашло, бля. Видишь, чё ты смеялся? И надо что-нибудь скажешь, блядь, залетит. Он, Давида, у него, видишь, какое обескураженное лицо, блядь, он до сих пор шутку переваривает. Просто Давид записывается на курсы в Дар Юниверсити. Ага, потому что у него адванс.
Он Ну, бигинер. да, Он бигинер бигинер. в Он юморе. бигинер сейчас, а потом В юморе. будет адванс. На чем, что еще не поговорили? Твои прогнозы по бою. Дацик, Галам и Даурен Ермеков и Шамилов. Интересно будет наблюдать за Кстати, ты же Шамиловым. сможешь посмотреть потом эти два боя. Да. Интересно будет посмотреть с Шамиловым, Ермековым, потому что, ну, приоритет, конечно, отдадим за Ермекова, потому что он сейчас в пике своей формы, то есть он в физическом плане. Но, знаешь, Шамилов тоже он создаст такое, да, неожиданность, потому что он хорошо стоит на ноге. По последнему бою, если даже посмотреть, то есть он дисциплинирован в бою. Да, и вяжет очень хорошо. Да, и вяжет он. Кстати, то есть все наработки, против, которые да, он делает, Имрана, он был исполняет дисциплинированный. То, что я не ожидал, да, он стоял терпеливый, да, Ну, знал, молодец. что делать просто. Да, молодец, подошел. То есть, да, это бой для меня. Ну, конечно, предпочтение отдал Ермекову, потому что он должен Твои переиграть прогнозы? на своем багаже, на своем опыте. Казбек еще говорит просто. Говори. Перебивать. Давай. Дальше мы идем по Дацику, Дагалому, да? Но однозначно здесь почему не устроили хотя бы им по ММА? Дацик не согласился. Да. Он не бьется, по Дацик ММА. больше не борется, я так понимаю, что у него какие-то проблемы с ногами или с чем-то, то есть он... Он вообще боксировать. выступал по мозгами. ММА? Да, конечно, он Андрея Орловского победил 20 лет назад. Брат, вот Ну, он... 20 лет назад я... он не шарит, да? Он 20 лет включился назад с 19 года. в 20 лет ММА. назад я в 3 классе был. Вот. Он его, прикинь, как уронил этим торнадо кика, я же. Не торнадо даже Да, это называется. Короче, когда ты делаешь кувырок, Как каратисты пяткой, бьют, типа. короче. Как Грозин, Каратисты кстати, бьют. часто бьет. Каратисты бьют, и он его, прикинь, вот так Ты кувырок делаешь вперед кувырок сделал с и ногой. пяткой, короче, в челягу закидываешь. Прикинь, попал. Ужас. Не, он в свое время по И- ММА их выступал. И еще Сашеньку уронил. Не, ну там два по раза. боксу. Ну, вообще. Сашенька. Я Сейчас его думаю, никто то, не что- роняет. Ну, вот ударная мощь за Дациком, у Галума, конечно. Да. Ну, Галуму придется чуть-чуть. Хотя бы если бы была бы какая-то позиция в ММА, да, у него, может, да. Ну, Дацик бьет хорошо, но Галум, если функционально хорошо подойдет, я думаю, он переиграет. Ну, 50 на 50. Плюс мое мнение. еще все равно Дацик, я думаю, будет весить килограмм на 20 больше. Он же вообще в Однозначно, межсезонье да, там да. чуть ли не под 140, 130, короче, весит, а Галом все равно он там 100, У них 110. Вот так. в весе ограничения есть? Нет. В боксе там супер хэви. То есть он может приехать... 150, 160. 250. Не, ну ему же тоже, наверное, будет некомфортно 150. Ну, конечно, весить. ну, я имею в виду, бывают же люди. В последнее время он вот около, по-моему, 120, что-то такое весит. Надо посмотреть, ну... А ты вот как-то, ну, негативно такой говоришь, что, типа, попа-мамашники будут в главном бою вечера драться. Ты плохо, да, относишься ко всему этому? Я очень плохо отношусь к этому. А слышал, Фаниль в нашем деле дерется? Ну, он дерется по ММА. То есть он... Я не вижу его как... Да, он раскручивал, но он же боец же. За ним столько багажа. Но... Ну, за Дацком побольше, чем за Фанилем багажа, так-то, если посмотреть. Ну, все-таки, знаешь, это же не бокс же. Если бы он дрался бы по ММА еще, да, тогда еще да. Тут еще и бокс, еще и он Ну, скрестился с поп ММА, так скажем. Да. И для меня это вот, да. Да и многие, мне кажется. его же взлет и начался, что он на площадке именно на вот этой засветился. Я не говорю, что он там поп-ММАшник, он такой, наверное, пограничный человек в пограничье, да, который... И можно сказать, что профессионал, и можно сказать, что и не профессионал, да, там. Смотришь его бои, иногда удивляет, иногда такие плюхи закидывает, иногда в форме такой подходит, а иногда смотришь, что-то, ну, тому же, кому он там проиграл, когда тот убегал там весь бой, да, кружил. Кубу или Ильясу Кубу. Да. Ну, Ну, такую массу еще поднять, да? да, Ну, когда как, видишь. Ну, думаю, у Галума есть шансы, да, есть шансы. Конечно, если в ММА, шансов было бы побольше, но здесь вот ударный вид спорта, у Галума характер хороший, ну, такой бойцовский, и он подерется 100%, он до конца да, будет он драться. бой даст. Насчет Шамилова и Даурена Ермекова, я вот думаю то, что, ну, молодость против опыта в определенный момент, ну, там такая молодость, что разумная. Он там, Шамилов показал крайний бой, у него строгий есть геймплан, он этому четко следует. Все отработки на тренировке, да, они же, ну, смотришь его, выкладывает. Все, что делает на тренировках, он делает в бою. И он четко слушает свой угол. У Даурена Ермекова сейчас в натуре пиковый период такой. Он 2 раза Хирамагомедова выиграл.
И это, кстати, бой, да, за 2 титула. Кто выиграет, тот становится сильно. чемпионом в 2 организациях, да. Кстати, Хирамагомедов, да, в этом карде будет биться, Да, да? Хирамагомедов Да, будет добавили. с дракончиком биться, да. Да, парень чемпион И сингл, Open да, FC. Open И на FC, самом 7-7. деле, тоже быстро про него скажем, вот у него сейчас был бой с Данилой Приказой, У Шаталова, да. и Данила Приказа для меня такой, ну, был вот до этого боя человек, который, мне казалось, ну, прям не реализовал себя немножко в ММА, потому что он сидел в Open FC, и там, ну, при всем уважении к Open FC, как бы мне казалось, что Данил Приказа уже намного уровнем выше, чем Open FC, может чуть ли не, ну, не в ACA драться. Я думаю, что он тоже, ну, понимал все это и там, не знаю, может быть, набивал рекорд для UFC, для перехода. И в итоге вот приходит парень и просто, ну, я не знаю, лучше слово, чем переехал, не найти как бы в этом бою. Не оставил никакого шанса Даниле вообще. Просто жестко его перебарывал, жестко его контролировал, вообще, ну, не давал ему никакого возможности дышать даже. Да, и вот хороший соперник, и вот я не знаю тоже. Едали Сингулов, да, правда. Он на Изе проводил пару боев. Вот такой вот. Он вообще бился в 66, а сейчас бьется, будет биться в 84. Прикинь, парень как вырос. Растишку кушал и вырос до 84. Тебе надо опасаться, что он может перейти в потом 52. 53. Да. Ну, да, это один из самых... Промежутками с ним, да? Один из 59. самых интересных боев, да, и сам Хирамагомедов же изъявил желание, да. Да, он хотел подраться, не хотел делать большой перерыв, вот, и... Ну, интересно будет да, посмотреть. соперник Тем такой более нарисовался это серьезный. не дивизион Еделя, да, он 77 бьется, здесь 84. Ну, Интересно будет вообще, посмотреть. в последних боях, тоже если говорить про Хирамагомедова, он был недовеском каждый раз. Хоть он дерется 84, он на весах показывает типа 80, там что-то 81 он показывал. Вот с Ермеком в последнем бою, по-моему, 82 у него было, а до этого 79, что ли. То есть он тоже... Он просто не хочет вообще гонять, я так понял. Ему это типа не нравится. Поэтому просто бьется в весе, в котором ему комфортно. Ну, вообще, карта интересная. Я думаю, болельщики должны прийти, посмотреть, поддержать Казбека. Это 100%. Ну, один из самых грандиозных турниров, потому что там вот только 3 главных боя. Только ради этого можно прийти посмотреть. Так И что... так как Фаниль забыл немножко концепцию нашей передачи, потому что он одноклубник Казбека, надо еще поддержать тоже, наверное, и Багдата, потому что все-таки они... Почему концепцию? Ты же мне не дал договорить. Ты же мне не дал договорить. Договори. И поддержите, придите, поддержите Багдата. Это 2 парня, достойных парня, которые, я думаю, сделали такой большой бой, который им и заслужили, наверное, все зрители казахстанского ММА. Это первый бой таких вот титулованных любителей. Их по федеральному каналу покажут в России. Прикиньте, как... Кто мог подумать, что в 2019 году Казбека будет по Матч ТВ показывать? И Багдата. А вот теперь кто ребята мог будут... подумать еще в 2019 году, знаешь, такой момент еще. То есть в 2019 году он выходил в золотистой форме, а теперь 23-й год. Кто будет в золотой форме? Кто? Сами скажите. Сами. Золотом на плечах он, да, золотой форме просто, да. И золотом на плечах. Да, пояс на плечах. В зубах Да. еще тебе надо потом взять. Как Пояс Да, на как в плечах. Фаниле. Да. Да, я еще хочу сказать, что билеты уже доступны на разных площадках. Я так понимаю, что можно купить на сайте Алматы-Арена уже билеты. Заказ и на билетов заказ есть. билетов.kz билеты тоже есть. Не упустите возможность, пока есть хорошие места, потом, наверное, их будет меньше. Четко. Отлично. Давайте про ППММ еще чуть подразгоняем. Давай. Негативное отношение. Вот мне просто кажется, когда вот Фаниль говорил про историю с Датском, что у него сейчас такое размытое немножко понятие о Вячеславе, что вроде это и боец ММА, вроде это и не боец ММА. Мне кажется, сейчас с поп-ММА вообще такая штука, что уже непонятно, что такое поп-ММА, что такое ММА. Да. ММА пытается брать себе какие-то пресс-конференции, там, трэш-токи, вот видео. Поп-ММА пытается затягивать себе профессиональных бойцов, как, например, с тобой случилось, что тебя взяли в наше дело, а наше дело изначально это была чисто поп-ММА организация. Мне кажется, уже настолько размытые понятия, и вот удивительно, что ты негативно как-то к этому относишься. Да? Ну, знаешь, они начали они начали вот затягивать вот бойцов, потому что их начали уже действительно говорить же, много об этом разговоры было, то, что там нету никаких там ростер бойцов, нету там одни там те дерутся, эти берутся, которые там никогда спортсмены не были, там утром проснулись, мне надо будет спортсменом и так далее. Да, да, они сейчас более-менее чуть-чуть свои стереотипы меняют, там затягивают, там, например, как профессиональные бойцы, вот наше дело, Фанилия затягивает, того затягивает, они чуть-чуть свой этот поменяли, они с этого и берут, да, как-то меняют, это правильно.
Но изначально вообще-то свое-то это остается же у них цель. Поп ММА. А наши Какая бойцы... цель у Поп ММА? Какая цель? Они, знаешь, они не профессиональные бойцы. Только я затягивать. Я думаю, изначально наверное, говорю. больше- Изначально у них. Видишь, издревле, наверное, людям нужно хлеба и зрелища. Так а в чем разница? Вот они дают, они просто вот дают, мы же все любим вечерние ток-шоу. Все мы заложники вот этого ток-шоу, когда ты вечером приходишь и смотришь, как люди ругаются. Либо люди ругаются, либо люди выясняют отношения, да? А здесь еще могут подраться. Здесь это еще могут подраться. Как Федор Емельяненко сказал уже, Сульянову замечание недавно сделал, да, я смотрел интервью, там, наведите порядок, потому что там вот эта уже грань, вот этого вот дозволенного, особенно там у этого Зелимхана, Зелимхан же, да, этот, который Свистинью. На последней перед конференцией. Да, который душит всех. Как его Блин, я честно не Как знаю. вы? Зелимхан. Залимхан его звать. Свисток этот, вот недавно там на Муратбека что-то пер там. Вот эта вот грань, она может стереться, и вот этот конфликт, да, там, который может произойти, может перейти в что-то большее, тем более с нашим темпераментом. Поэтому, я думаю, они изначально заходили, да, такой вот с дешевой, наверное, какой-то идеей, больше так, как ток-шоу, но им дали понять, что нужно уже более к спорту приближаться. И также профессиональные ММА подчеркнули для себя что-то, что уже сейчас просто сидеть, молчать и просто хорошо драться, этого мало. Да. Вот Казбек это для себя, наверное, Да. подчеркнул, увидел это. Вот это они принесли на большой, наверное. То Фильтр есть провел себе нужно, ты? да, продавать нужно. Отфильтровал вот эту информацию, для себя что-то подчеркнул, выдал для себя качественно более, да. Но там уподобляться вот этим вот приколам ихним, там, бросаться, кидаться, там, душить из-под тишка, там, обзывать теми словами, за которые ты потом впоследствии не ответишь, ну, это лишнее. Тебя же с-под тяжка душила змея. Там с ней пообщались потом. Пообщались? И чего она? Извинилась? На колени встала? Ну, чё? Ну это же змея же. Ты после этого эту змею видел? Никто ее не видел. Вот ты и понял. Может, каком-то там... Может, кому-то Китайском. удавалось. Прикольно бы, знаешь, как было бы, ты сейчас вот так вот закидываешь, короче, ноги на стол, и у тебя Кожаные змеиные, туфли. типа, Кожа. Вот она, бля. Вот она где она. Змеиные Шипит тяги. иногда еще. змеиные тяги. Короче, вот так вот. Ну, я не против. Я вот то, что Дацик приедет в Казахстан, ну, это событие. Потому что, ну, все равно хардкор показал, что даже простой там заводчанин знает о хардкоре. А это о чем говорит? Информативность, доступность. Чем более лига тебе кажется доступной, ты больше ей интересуешься. Все равно, да, UFC, что бы ни говорили, там подписку надо купить. Это ту же пиратскую ссылку найти. А здесь все доступно. Зашел в Ютубе, он у тебя в рекомендациях сразу вылазит. Поэтому ты и смотришь это. Поэтому, наверное, маленький ребенок, наверное, больше этого Залимхана знает, вот этого душителя, Ну да. чем там профессионального бойца Даурена Ермекова, да? Ну, в плане у которого мединки, рекорд да, там бывший. хардкор у них, да, вот прям по эту планку поставили Ну, хорошую. мы не отстаем, сразу говорю. Я все равно почему-то считаю, что они билеты Ну, вот раздали. выросли, уже воду выпускаем, видишь? Не знаю. Да. Кстати, очень вкусная вода. Сейчас Ещё попробуем. Может, померимся еще с вами. этот выпустим, как Хабиб, может, Найза Фут. Мид. А фут можно. Смело. Миша будет Я рекламировать. думаю, знаете, как можно Я буду сделать? амбассадором. Я тоже. Лицом. Я, кстати, вот... Не, ты, Я кстати, больше, ты наверное, не похож. подходишь. Ты шутишь? Почему? Вот, Нет, ну, видишь. то есть, А это смотри, он в чем сейчас в заключается форме просто. концепт. То есть, ты кушаешь этот бургер и будешь таким же, как я, понимаешь? Не, лучше быть таким, как я. Умным. Все же не любят же полнеть, согласись. Мне по кайфу вообще. Мне очень нравится. Масса прет. То Ты есть, же качаешься еще. Качаюсь тоже. С десятки. то есть Десятки это будет получается. мясо на основе протеинового белка. То есть ты будешь... То есть ты не тренируешься, ты просто будешь мышечную массу Ну, набирать. Неплохая история. Что там, ребята? Кто будет амбассадором? Я, Ты, Миша. кстати, на хардкоре был? А, да, кстати, голосуйте в комментариях, пишите, кто должен стать амбассадором мяса Найза. Найза Мит. На изомит, либо на изофуд. Кстати, Найза Мит, знаешь, как будут подавать? Ну, это же рестораны будут. Как будут подавать тебе На копье. стейк. Правильно. Вместо вилок будут копья. И ты с копья О, ешь. Да. Или с ножа. Ты Нет, еще будешь, тогда короче, мясо вот так Плюс ножа. протыкать. Найза это копье. Вот так протыкать. Ну, вот если она фастфуд, то она не обязательно должна быть в ресторане. То есть таких
площадка. В октагоне. Ну, копье обязательно должно быть. Да, ты на хардкоре был? Нет. Не был? А ты в Осетии был? Да, в Осетии Да, был в да. этот момент. Расскажи Я про тоже. Осетию тогда. А ты в Осетии разве был? Нет. Но я тоже не был. Ну, Осетия, хардкоре. она мне в первую очередь больше чем удивила. Это, оказывается, единственная республика, которая там живут, славянская, да? То есть язычники, то есть не мусульманская страна. То есть мы Автономия. представляем, как Кавказ, Дагестан. Вообще, да, мусульманская. ну, как бы, ну, Кавказ тоже, там есть же Грузия и Армения, в принципе, тоже в Кавказ входят, вот, но если так говорить, что да, у... Не, входящий Ну, состав. Да, да, Российской да, Федерации, да. Российской Федерации, вот. Вот для меня было такое, там на весь Владикавказ там одна мечеть только была. Вообще очень зелено. Воздух влажный. То есть, если чуть-чуть жара пойдет, там тяжело. Там у нас, да, А высота дышать. какая там? Вот, так, Выше, я не чем знаю. у нас, да? Ну, по-любому не выше. сказать, может. Ну, Выше. 2000 Ну, тебе есть, дышалось наверное, тяжелее или как? 2000, возможно, даже. Как? Дышалось тяжелее тебе? чем там, здесь. Ну А, да, ну, типа, первое, акклиматизация такое. Ну, там горы, знаешь, блин, конкретно высоты. То есть ты можешь отсюда, то есть с базы, ты можешь до облаков добежать, понимаешь? Там вот такая вот фигня, короче. Видишь? Ты потрогал облака? Просто это было интересно. Все Нет, я вот так, летишь? типа, чук. Окей. Достучаться до небес. Да, я к ним, она от меня, короче. Вот так вот. Ну, там город, да, там зелено, что там. Такие богатые истории у него. Там мы, короче, были в город мертвых, короче, там, которые вот, они же болели чумой же. 1800 тысяч лет назад. 685 лет, тысяч лет назад, во, нормально. И Загуглите, короче, ребят. Да, короче, да. Там город мертвых. Казбек уже начал настраиваться. Такой, Прикол 600, 800, с бабушкой 500. надо ставить. Только вот глаза Да, надо когда было время свернуть. спрашивают. Нет, это видос, это с Видели, глазами. да? Прикол с бабушкой, когда у нее Вот с чего время и спрашивают. начинается вот это все, короче. Все уже идет настройка к бою. Представьте, насколько вот Казбек заряженный, что он даже во время подкаста... Он уже- даже шлем не носит на подготовке, нормально. Я же не пропускаю же. Потому что он флещ. Да. Пропускаю И только богатая я. история в нем, знаешь? Кстати, Город. быстро, раз ты сказал, он сказал, потому что флеш. Когда ты полысеешь, знаешь, как будет называться у тебя? Плеш. Плеш. Ну, никнейм ты сделаешь не флеш, а плеш. Плещ. Плещ? Плеш. Не клеш? Он не, тебя будет- он не полысеет, кстати. В виде молнии лысин. Он не полысеет. А реально вот так прикольно, если ты выберешь, типа, и будет плеш. Да нет, Вот у меня здесь. будет новый На брови образ. сделать? У меня будет новый образ в этом бою. Какой? Дополнительный образ. Просто. Костюм Образ Флэша? тоже? Красный. Блин, А прикольно, тебе если скажи. Фаниль с тобой выйдет на бой, он будет в костюме Бэтмена, а ты в костюме Флэша. Такого не было? А Флэш это же DC же, правильно? Да. Ну ты можешь выйти. Только не устань, пока до октагона бежать будешь. Реально, знаешь, типа, ну, начинается выход твой на бой, ты только выходишь и раз в клетке уже оказался. Да. Бах, уже бой закончился. И ты с поясом стоишь. Да. Так, по поводу Осетии. Да, конечно, там, да. Ну, в плане борьбы там высокий уровень. То есть мы тренировались здесь, и как там тренировочный процесс проходит, там действительно они набариваются каждый день, понимаешь? То есть у них борьба здесь стоит уже. Мы там 25 дней были, мы так оттуда там набрали, понимаешь, борьбу. Там набаривают, там... то есть день они один ковер делают по-любому. То вечером там другая тренировка. Ну, вечером мы раскидывались, то есть по своей программе работали, там 5-е, 10-е. Там в одном зале, то есть там тренируется там Сидаков, да, например, там тренируется там Азамат Ускаев, там, то есть олимпийские чемпионы Европы, там они с тобой в одном этом. А у нас-то как? У нас, если там элементарно даже Шавхат, там распиаренные бойцы, бывает, у них там у нас вот и менталитет такой, они вот о-о-о-о, и то есть у них там такого нету. То есть, если ты Сидаков, базар нет, олимпийский чемпион, тебя уважают, то есть они Ну, ты его... простой парень. Да, они его не запаривают. Это же тоже тяжело же. Медийка, это большая медийка, это тоже тяжело. То есть они... У них такая, знаешь, спортивная более страна, то есть режим. У них нету... Я что удивился, мне таксист сказал, у них нету ночных клубов, прикинь. Надо чуть отъехать просто подальше. Махачкалу. То есть, да. Нет, ну, Нет, Махачкала- Махачкале в Пятигорск какой-нибудь там, Владик. Ну, Нет, в принципе, Владики самого Специалист по нету. ночным клубам. Нет, я уже скажу так, я просто специалист по знаниям, но я человек уже женатый, я вообще никакие ночные А клубы. что, с женой что, нельзя сходить? что ли? Зачем? Ночный клуб? Дома Танцевать? пусть сидим, смотрим фильм, едим вкусную еду. Красавчик. Одобряю. Пьете на заводу. Да, кстати, вот
Пить воду. Если пить, то воду на язу. Скоро мясо будете Если хватит. пить и есть, то на Есть. язу. То на язу. Красавчик. Ну вот, то есть там действительно нужно работать. Тренировка, атмосфера такая более взрывная. Не как у нас, а более взрывная такая у них работа была. То есть функционалка набираешь бешено. А у вас получалось вообще что-то, вот, когда ты там с парнем каком-нибудь там МСМК по вольной стоишь, у тебя что-то получается? Знаешь, первые дни я отлетал. То есть я не понимал, я нервничал. Мне говорит, этот тренер подходит, успокойся, нормально, что ты? Он первый номер, это нормально. То есть я такой, да, конечно, где-то что-то пытался. На 3-4 день я понял, мне нужно давить их функционалкой, короче. Понимаешь, потому что я вот наблюдал, для себя анализ сделал. То есть они взрываются, где-то что-то на передах, но это же борьба же. Где-то что-то вкладываю, а я, короче, не остановил, я давил. Я передышивал их, Перепахивал. да. И в этот момент я балл, и я тогда кайфую жизнь. Опа, я забрал балл. Такой, что? Я забрал балл? Да? Смотрите, такой жизнь. И вот этот момент. Да, конечно, сам устаю. И вот этот момент, короче. Шизофрения. Да, вот этот момент, короче, в кайф, в кураж вошел. И уже начали бороться четко. Мы, знаешь, вот такой момент у борцов, то есть... Быстро. Извини, блин, у тебя прикольная тема. Просто я подумал, знаешь, тебя настраивает, типа, Эдуард. Ну, он тебе до этого говорил, там, что там, снег, 17, да, что-то такое. А сейчас он такой говорит, же есть 2 балла. Вот такие говорят. Да. Это тоже в список входит. Да. Конечно. Блин, вообще четко. Понравилось. Еще бы хотел. Еще туда поедешь, да? вернуться. Да, вообще я хочу... Жить туда поедешь. Да, вообще брать, я говорю, вот фамилию, вот, на следующий год мы можем вообще Жинку взять и все, Да? Поехали. женами А поехать. там туда. нормальные условия, то есть вы какой-то Там дом вообще снимали или кайфово, что, гостиница, что Там там? мясо такое, знаешь, мясо. Он написал Мясо. Такая курица. Там, короче, национальное блюдо есть, хаш. Я знаю, Кайф, да, согласись. вкусно. Ладно. Ладно, он написал с гонки. А по поводу вот условий все-таки, ты гостинице жил, дом снимали? Как, Ну, как- там на где базе вы мы жили? жили в На базе. А, академии. на базе сразу. Там что, детские Там условия. же самая лучшая новые. база. Да. Там Отличные, короче, на качество условия. еды особое внимание. Сразу тоже тогда уточню. По деньгам вам все это клуб оплатил, да? Как команда. А, команда. а просто вот, ну, сам не интересовался, сколько, интересно, стоит какие-то сборы провести в Осетии? Ты что, Ну, собрался где-то, учить? знаешь, на Мне интересно, 15 люди дней, смотрят. на 15 дней это в наших где-то в день 25 тысяч тенге у них. Ну, кстати, Ну, штуку баксов, адекватно. 1,5, да? Да, не будет, так где-то дорого, на 20, кстати. не так дорого, да. Это не в день, да, чтобы вы не подумали, 1500 в день, это за 15 Да, дней. Да, сборы. за общий Весь сбор сбор. 1,5. Адекватный день. Вообще шикарно. По Да, идее. там можно с Алматы мимо воды полететь, с мимо воды там 1,5 часа езды до Владика. Да, многие на машине даже ездят же на Кавказ. Сел да поехал. Нет, Ну, не недорого. с Алматы, наверное. Нет. Ну, вообще, вот я знаю, что ездят через Омск, ну, там... Блин, ну, при- долго. при- Ну, И через Ахтубе ездят. Ну, либо Да, летают, да. либо ездят. ну, пару суток придется ехать. Ну, если Как ты... минимум 3 сутки, мне кажется. Если ты едешь там, я имею в виду не готовиться на бой, а просто вот захотел, На релаксе. сел, пах, поехал. Хотя тоже Красоты посмотрел. вчера обсуждали историю, что у нас один из сотрудников, Найзы, он вместе ехал с вашим Пумой на какой-то бой на машине. В Октаву они ездили, Да, да. да. И И я просто тоже вспомнил, мне Марат Балаев рассказывал, что они, по-моему, 3 суток тоже ехали с Питера на бой, Да, да. и он в машине вес гонял, ему надо было гонять там что-то 15 или 20 Пуме километров. билет вроде тогда не могли взять. И Вот он у него на то же машине самое ездил. было как раз. Он же с Осетии сам, Да, Марат да. Балаев, и у него были чуть проблемы с документами, из-за этого он не мог летать на самолете тогда, и пришлось на машине добираться, и он в машине вот 3 дня гонял вес. Короче, причем Да, огромное я количество даже веса. вроде этот снимали, да, 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 влог. борцовский клуб. Да, Сергей Они- Никитин снимал про Да, это влог. блог снимали, я видел. Вот тогда только... Ну, И в Балаев итоге- тяжело гоняет же. Да, он ну блин. только приколи, ладно, он машине так тяжело его. гоняет, а такой в машине гонял вес. В итоге доехал, выиграл. Ну, зато тема, да? Так, это, побегать надо, Ну, да, остановились. реально, трус. За машиной просто бежишь. Да. Хотя и в машине, наверное, тоже жарко, блин, потеешь. Да, жестко. Я сам что-то просто про это все думаю. Я тоже, в принципе, на последнем чемпионате мира в 2021 году на машине гонял. То есть у меня все мы проходили, я вес сделал. На границе, короче, Завис. подъезжаю. А у меня до этого я говорил то, что... А мне говорили, типа, по карт-ридеру ты пройдешь, типа, по удостоверению.
Да, наверное, весогонка, короче, в должное внимание не воспринят. А у меня паспорт, короче, просрочен был тогда, 10 дней назад. А я, короче, прихожу на даю удостоверение в таможне. Они мне говорят, ты что, дурак, что ли, где твой паспорт? Я такой, нет у меня паспорта. Вы же говорите, типа, и там, короче, хайва. И мы, короче, так я-то уже думал, для меня тогда чемпионат мира перед глазами пролетел, типа, все, нету. Я думал, все потеряно. И там по воле Всевышнего, короче, там звонки, где-то, что-то. И я паспорт сделал за 4 часа примерно, прикинь. Пошел, сфотался, там помогли, действительно, чемкенские там пацаны, братья там помогли. Сделали паспорт за 4 часа. И тогда я еще весогонку одел, возле ЦОНа жду такой, прикинь, я сфотался, и мне сказали, надо же будет подождать, короче. Я там 2 часа сидел. У тебя в паспорте фотка в весогонке? Нет, я в футболку переоделся. Бля, какая-то просто психологически... Ну, прикинь, да? Ты выиграл же, да? А я уже он весь выиграл сделал. чемпионат мира. Выиграл чемпионат на таком... Еще у меня тогда на первый день, я, наверное, после вот это все прошел границу, пока перешел, пока добрался, пока взвесился, я, наверное, в этот день 2 часа только спал. Наверное. Стрессанул. Ты, походу, вес только от стресса. Жестко. Бля, ну прикинь, там... Ужас. Ну, нормально. Шизофрения. Начало, Конечно, да. Понимаешь? Это вес гоняет, а если не гоняет, вообще... А ты, кстати, бодренький для человека, который гоняет вес. Ну, он начал только. Хотя 3 недели, да, еще осталось. Да. Ну, он хорошо. Он, кстати, хорошо переносит, не вредный. То есть, да, я не ную. Но он Я может знаю. культовые... Вот тебе надо туда попасть, он культовые фразы выдает. Да. Он Бывает очень такое, культовые бывает. фразы А выдает. есть что-то у тебя такие. в запаснике? В Ахтубе мы, короче, сидели в сауне. Он про величие начал говорить ни с того, ни с сего. Мы сидим вес А главное, гоняем. вот это я не помню. Мы сидим вес гоняем, он нам сидит. Вот величие. Сегодня мы... Мне, наверное, знаешь, он такой, «А что такое величие? Он, да, вот в этом плане он про величие начал говорить. И он сидит такой... Да я же лучше его. Всё, просто на ровном месте мы сидим. Ну, Я уже думал, у него белочка началась. Я знаешь, что скажу? Если бы в этот момент бы... Последняя шутка. Джон Шинк сидел в сауне, то ты бы не говорил, что ты... Кстати, он напротив был, Ты бы не прикинь. говорил, что ты лучше него. Он напротив него сидел и в полотенце, я тогда помню, как сейчас помню. Полотенце Я причем Хорошо, что не спало это полотенце. У нас бы шок там случился бы, и все. отказался бы от боя. Ну нет, Казбек молодец, хорошо вес сделал. Прикинь, ему, если этот колбасу отрезать, это сколько это, блядь, плюс Да, 20? я не знаю, блядь, это, наверное, 3,5 килограмма. наверное. Осуждаем. Осуждаем. Отрезать ничего не надо. Да. Ну чё, заключение Да, сделаем? может быть, будет же по-любому Багдад смотреть это видео. Давай, Может быть, да. сейчас у тебя есть вот эта минута. Вот сюда, вот сюда. Нет, вот сюда. его камера, минута. Давай, Багдаду let's go. сказать все, что ты о нем думаешь. О нем думаю, что я. Пускай подготовится в своем наилучшем уровне, потому что это для него шанс, действительно. Это как карт-бланш у него в руках. Доказать себе, доказать всему, доказать в том числе и мне, чего он может преподнести. Хотя я знаю, чего он может преподнести. Ну, пускай. А подготовиться, конечно, без травм главное. А так мы обязаны показать этому шоу, потому что мы до боя разогреваем это все, до боя разогреваем, и мы должны показать всему публику то, что это действительно должен завоевать интерес всех публики, всех зрителей на почтение боя года. Я думаю, мы к этому идем, потому что я от себя сделаю все, что от меня требуется. Он должен сделать от себя все то, что от него требуется, и погнали, let's go. Бой должен состоиться, и пошел разминаться такой-то. Я вам хочу сказать, что хоть вес минимальный, усилия, которые бойцы покажут в клетке, Максимальные. будут максимальные. А ты что Будут скажешь? искры. Ну, что я жду? Это, как я всем говорю, это бой года. Бой года в казахстанском ММА. И... Что сказал? Как я всем говорю, это Богода. Я думаю, чего? Бой года. И, ну, не знаю, короче, я таких вот спортсменов в плане любительского бэкграунда и титулов, я такого боя никогда не видел, и первый раз увижу своими глазами, надеюсь, вживую. И буду болеть за Казбека, переживать, орать. А я хочу напоследок спросить, Казбек,
А что все-таки такое величие? Я не помню этот уже, знаешь. Ну и хорошо. Друзья, Вспомнит после боя. Да, Иди разминайся. это была передача «Плохой, злой, хороший». Сегодня не было плохих. Был злой только, да, реально, сегодня что-то Вообще два сегодня хороших добрые парня все. были. Да, все потому что одноклубники ребята. Но в любом случае, мне кажется, интересно получилось. Ребята, еще раз хочется повторить, что обязательно покупайте билеты на турнир совместный Найзы 52 и Урала FC. Турнир обещает быть очень крутым. Если вы любите бокс, ММА, кикбоксинг, там будет все это представлено. Будут звезды, как и действительно заявлено Поп ММА, Вячеслав Дацик, Галам ТТ. Также будут ребята, которые трехкратные чемпионы мира. Это Казбек, это Багдад. Будет еще бой за 2 титула сразу. Это бой Шамилова и Даурена Ермекова. Будет еще много крутых боев. Будет Хирамагомедов. Ну, весь карт скоро совсем появится. Я не могу пока что все вам анонсировать, но совсем скоро весь карт появится в социальных сетях. Подписывайтесь на Инстаграм Казбека. Скоро там будет еще какие-то ответочки для Багдата Жубаныша. Подписывайтесь на социальные сети Найзы. Они появятся, скорее всего, слева от меня. Возможно, справа от меня. Я так и не могу запомнить. А возможно, да, фамилию сейчас покажут, и это появится все около него. Все Да. вместе. Да, и пишите в комментариях, кого нам позвать следующим гостем на «Плохой, хороший, злой». Пишите... Девушку когда позовете? Күнделікті кебең тіршілік жалықтырды ма? Өз орныңды таппағаныңды сезесің бе? Онда несіне күтіп отырсың? Тоқтат! Өз өміріңді өзгертіп, арманыңды орындайтын уақыт келді. Болашақ мамандықтарыңның ғажап әлеміне саяхаттауға айрықша мүмкіндік бар. Жаңа білімнің мұхитына сіңгіп кет. Идеяларыңды өнер туындысына айналдыр. Өз кәсібіңді тауып, сені бақытты қылатын істің шебері бол. Күн сайын жаңа дүние үйрен. Өз командаң және өз менторыңмен бірге білім алып дама. Дар University. IT-дегі жолыңды баста.